и он просидел в тюрьме около 5 лет. Мне реально очень больно об этом высказывать, потому что мы с папой очень редко виделись. И летом прошлого года, когда он скончался, моя мама прилетела ко мне домой. Это реально факт. Она прилетела ко мне домой в Москву вместе с моей младшей сестрой Маликой. Еще раз повторюсь, те, кто видели и следят за мной давно, они видели истории с ними. И у нас за неделю до того, как мой папа скончался, умер наш зародыш. Мама была беременна, а папа был в тюрьме, и у них свиданка была раз в 3 месяца. Еще раз повторюсь, моего папу предал его друг. И моя мама была в положении, и за неделю до того, как это случилось, мама потеряла своего ребенка, потому что она прилетела ко мне, и она перенервничала, видимо, и у нее случился выкидыш. Как вспоминаю в этот день, мне становится очень тяжело. И после этого, через неделю, я звоню, точнее, мама мне звонит и говорит, что папы больше не стало, и я жила на Трехпрудном переулке. Мне было очень обидно, мне было очень грустно, и я не могла поверить этому. И даже опрос, который я делала недавно у себя в Инстаграме, последний вопрос, можете сейчас посмотреть, для достоверности моих слов. Там под последний 17-й вопрос, точнее не вопрос, а утверждение, это то, что я никогда не была на похоронах. Так вот, возникает вопрос, была ли я на похоронах своего папы? Ответ очень простой. Нет. Я объясню, почему я не была. Чтобы не говорили, что я вот такая тварь, не была на похоронах своего папы. У меня маленькая сестренка, которую многие знают. Ее зовут Малика. И моя маленькая сестренка, которая буквально несколько раз в своей жизни видела своего папу только на свиданках. Я маме не разрешила, чтобы она его увидела мертвым. Она даже не понимала, что он умер. И мы не хотели ей об этом говорить, потому что она бы очень сильно переживала. Но спустя некоторое время она мне задала вопрос и сказала, я даже это как вчерашний день помню. Она мне говорит: Апа, это сестра, говорит, апа, а наш папа реально умер? Правда, точнее, а наш папа правда умер? Я говорю, а кто тебе это сказал? Она говорит, ну я же понимаю, что его сейчас не стало, и я плачу вместе с ней, потому что они ко мне прилетели. Я не хотела, чтобы моя младшая сестренка увидела тело папы мертвым. И я не хотела этого искренне. И моя сестра пережила столько, что даже я это не пережила бы в детстве. Она очень сильная девочка. Малика — это моя гордость, как и моя вторая сестра Марина, как и мой брат Икром. Я их очень сильно люблю, так же, как и люблю свою маму. Я искренне хочу вам признаться, то, что для меня родные стоят на первом месте. Я зарабатываю чистым образом, чистым трудом, не раздвигая, еще раз повторяюсь, ноги, как я бы своим лицом и своим телом могла бы это делать. Я зарабатываю чистым деньги для своей семьи, я стараюсь для них. Для них я папа, я их заменила, я папу заменила. И поэтому у меня есть это стержень. И поэтому я хочу, чтобы у каждого из вас была эта стержень. Я молчала все издевки со своих родственников и даже со своей бабушки с папиной стороны, который после смерти моего папы, который был только недавно, этим же летом, она просто пошла и забила хрен на то, что его сын
точнее, не покупаю себе недвижимость в Москве и не шикую, раздвигаю ноги перед какими-то олигархами или сыновьями олигархов. Я помогаю своей семье зарабатывать деньги. Я зарабатываю деньги, отправляю своей маме на то, чтобы она сделала ремонт в нашей квартире, которую никогда никто этим, точнее, в которой никогда никто этим не занимался. И когда наш папа умер, я стала просто мужиком в нашей семье и стала помогать своей семье. У нас 3 детей. И я помогаю им. Я помогаю всем 3 детям, своим братьям, своему брату, точнее, 2 сестрам и своей матери. Я им отправляю каждый месяц деньги, чтобы они сделали ремонт и переехали ко мне в Москву, потому что я по ним очень сильно соскучилась. И нет, я не зарабатываю деньги, раздвигая ноги, как многие из моей национальности пишут в комментарии. Я зарабатываю своим честным трудом. Я никогда в жизни своего подписчика не обманывала. Все, что у меня происходило в моих конкурсах, все, что я делала в разных розыгрышах, все это было по-честному, потому что я не люблю несправедливость. Я сама против него. И когда я, проходя через все это, понимаю, как живут другие люди, как я могу обманывать своих подписчиков. И поэтому мне сейчас обиднее всего не из-за того, что у меня такое все вот настроение, что у меня что-то в личной жизни не сложилось или что-то про меня кто-то плохое написал. Мне обидно за то, что мои подписчики, которые на меня подписаны, они пишут про меня гадости. Именно из-за этого интересно смотреть на тебя, когда ты страдаешь. И из вас ровно половина человек, ебаных лицемеров, которые просто смотрят прямую трансляцию, чтобы посмотреть, что будет дальше, сгорит она или нет. И поэтому ровно наполовину я разделяю вас всех. И половина людей, которые действительно смотрят меня искренне, очень прошу, чтобы вы распространили лишь мои слова, не записи экрана, потому что мне бы не хотелось посмотреть на себя со своими друзьями. Не будь мои подписчики моими друзьями, я бы сейчас не сидела в слезах и не говорила, что мне пишут плохие комментарии. Потому что я захожу к человеку, который мне пишет плохой комментарий, и когда я вижу, что он подписан на меня, мне становится обиднее в 10 раз больше, нежели если бы он не был подписан на меня. И захожу в дайрект, я читаю, что этот же человек писал мне, что он очень гордится мной, что ему нравятся мои видео, но в комментариях он пишет про меня гадости, и мне за это очень обидно, за то, что у нас очень много лицемерных людей. Я очень извиняюсь, что я вас напрягла. Я очень извиняюсь, что я в таком состоянии вам рассказываю все это, но у меня реально это все накипело. Я очень долго молчала, я очень долго терпела. Я молчала все издевки со своей нацией. Я очень терпела. Мне за это очень обидно. Я это все не рассказываю вам. Но сейчас, если этот момент настал, то просто знайте, что я очень редко затрагиваю эти темы. И если я их затрагиваю, то значит, что у меня накипело. И сейчас именно тот момент, когда у меня реально накипело. Цель. Вообще по жизни моя цель это то, чтобы люди уважали друг друга и относились к себе бережно. Я очень бережно отношусь к своей семье. Я недавно потеряла своего отца. И мне его очень сильно не хватает. У кого есть родители, берегите их, общайтесь с ними больше. Я, к сожалению, не могу увидеться со своей семьей так часто, потому что они живут пока в Екатеринбурге. Но я им оплачиваю деньги за ремонт, чтобы они поскорее это сделали и переехали ко мне, и чтобы мы эту квартиру сдавали, потому что те, кто за мной давно наблюдают, они видели, в каком состоянии наша квартира. И я далеко
далеко не из богатой семьи, мой папа не олигарх, и меня не обеспечивают спонсоры. Я никогда в своей жизни не раздвигала ноги перед кем-то. Для меня самое важное это то, чтобы женщина, девушка, неважно, держала свое достоинство и была сильной и мудрой. И у меня это закон, потому что в меня это все постоянно говорили и внедряли мои родители и мой папа, который меня отпустил, чтобы я в дальнейшем ходила и зарабатывала деньги для того, чтобы я обеспечивала семью. У него своя была история, когда его друзья